Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодняшнее наше онлайн-мероприятие посвящено 135-летию со дня рождения Миржака Кудулатова, поэта, писателя, педагога, общественного деятеля, одного из крупных представителей казахской культуры и литературы начала XX века. Родился он в 1885 году в Жангелдинском районе Тургайской области. Миржакып закончил начальную школу в ауле и в 1897 году поступил в Русско-казахское педагогическое училище, которое закончил в 1902 году, став сельским учителем. В 1904 году произошло событие, изменившее всю его жизнь. В Каркаралы он встретился с Ахметом Байтурсыновым и Алиханом Букиханом. Политическая кредо Дулатова четко определилась, когда в 1909 году выпустил первый поэтический сборник «Аян Казах» под псевдонимом Аргын. Книжка была немедленно конфискована. Он сумел переиздать ее в 1911 году и вернулся в Торгай. В промежутке Миржакып опубликовал свою дебютную повесть «Бахытсыз Жамал». В 1910 году история угнетенной казахской женщины стала первым произведением прозы в современной казахской литературе. Одновременно Дулатов становится одним из лидеров казахского реформизма и национально-освободительного движения. Из-за своих публикаций он попадает под наблюдение полиции и в поле зрения царской охраны. Попав в черный список, он долго не может устроиться на работу в городе. В своих поэмах и статьях он критикует социально-экономическое и политическое положение казахского народа. В 1913 году он публикует патриотическую поэму «Азамат». Летом в 1917 году Миржакып Дулатов становится одним из организаторов первого всекыргызского съезда в Оренбурге, где фактически оформляется первая казахская политическая партия «Алаш». После провозглашения в 1917 году кыргызской автономии Дулатов становится членом правительства Алаш-Орда вместе с его руководителем Букихановым и Байтурсыновым. Позже Дулатов вернулся в издательской и педагогической деятельности и с 1922 по 1928 года жил в Оренбурге. 29 декабря 1928 году Дулатов арестован органами НКВД по обвинению в казахском национализме. Ему дали расстрел, но потом заменили на 10 лет лагерей. Скончался Дулатов в лазарете Соловецкого лагеря 5 октября 1935 году. Имя и творчество Дулатова долго было запрещено. Лишь 4 ноября 1988 году был реабилитирован. В 1991 году было издано собрание сочинений Миржакыпа Дулатова, включающее в себя прозаические произведения, стихи, журналы, газетные статьи.